الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. На прошлом уроке мы с вами разбирали, по сути, удивительный хадис. И сегодня завершим изучение этого хадиса и уже непосредственно свяжем выводы из этого хадиса с тем, в какие дни мы сейчас с вами живем. А я напомню вам, мы сегодня с вами уже в 6-м дне месяца Зуль-Хиджа, 10 самых наилучших дней в году, и благодеяния, благие дела, совершенные в эти 10 дней, за ними последует, иншаллах, большая награда, чем в обычные другие дни. И еще раз прочитаю хадис. Сообщается со слов Абу Риб'и Ханзаля ибн Раби' аль-Усейди, писарь посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, который записывал за ним аяты из Корана, сообщается, то, что он однажды встретился по пути с Абу Бакром, и Абу Бакр спросил: «Ханзаля, как дела? Как поживаешь?» И тогда Ханзаля ответил: «Нафака Ханзаля». Ханзаля, говорит, совершил лицемерие. И тогда Абу Бакр, удивившись этим таким тяжелым словам, сказал: «Субханаллах, что ты говоришь?» И тогда Ханзаля сказал: «Мы бываем у посланника Аллаха, и он нам напоминает о рае, об огне, и рассказывает нам так, будто бы мы своими глазами все это видим. Но затем, после того, как мы уходим от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, возвращаемся к нашим семьям, и ничего из этого, говорит, не остается». И после этого Ханзаля и Абу Бакр поспешили к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и Абу Бакр говорит: «У меня, говорит, то же самое происходит. У меня то же самое, когда у посланника Аллаха нахожусь, такой духовный подъем, да, все созерцаю, все понимаю. Как только начинаю заниматься своими семейными делами, многое из этого забывается». И когда они вошли к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, посланник Ханзаля сказал: «Ханзаля совершил лицемерие». И посланник Аллаха говорит: «Почему? Как ты это решил? Откуда ты это узнал?» Он сказал: «То, что мы, когда находимся у тебя, ты нам рассказываешь вагазы, об рае, об огне, будто бы мы прямо своими глазами за всем этим наблюдаем. Но как только мы выходим от тебя, возвращаемся к своим семьям, к своим детям, и иные мирские какие-либо насущные проблемы, забываем многое, что ты нам рассказываешь». И тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Клянусь тем, в чьей длани моя душа, если бы вы находились на том же уровне, как вот у меня постоянно, да, то и если бы вы находились на том же уровне, как у меня сидите, да, и вас бы за это ангелы с вами здоровались бы. Они всегда вас приветствовали бы, где бы вы ни находились, на кровати или на ваших дорогах. Но Ханзаля всему свое время, всему свое время, всему свое время». Повторил это трижды. И мы с вами говорили, да, то, что, во-первых, кто такой Ханзаля, и то, что обвинять его в лицемерии, да, это невозможно. Это один из достойных сподвижников, один из тех, кому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, доверял. Во-вторых, каждый из верующих, он должен всегда стараться что делать? Избавляться от своих пороков, от своих недостатков. И если он, допустим, видит кого-то, другого ошибающегося, да, мусульманина, верующего, он должен стараться ему находить оправдание. Но к себе он должен быть построже и должен всегда стараться улучшаться. И сподвижники, они всегда старались избавиться от этого. Да? Я вам рассказывал, как Умар ибн Хаттаб спрашивал у Хузейфы, хранителя тайн посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, является ли он лицемером или нет. Да? Потому что они боялись за себя, боялись гордыни, боялись того, что они обольстятся своими делами. Да? Вот. И затем я вам говорил, что Абу Бакр, услышав эти слова, он, конечно же, очень сильно удивился, и у него даже в мыслях не было про такого уважаемого брата, которого он видит каждый день, который является таким достойным человеком, думать
про него плохо. Это даже, ну, это невозможно. И поэтому в этом для нас есть урок, то, что когда мы слышим что-либо такое странное, что-либо такое, те слова, да, которые даже про самого плохого и худшего человека подумать невозможно. Но когда нам говорят про какого-либо брата, то, конечно же, мы это должны отвергать. Что касается вопроса, то, что если ты увидел своего брата, совершающего грех, да, ты должен это скрывать. Должен ему сделать наставление, попытаться исправить его, насколько это возможно, с мудростью, да, должен попытаться это исправить и должен это скрывать. И рассказывать о недостатках своего брата, о его каких-либо проступках, о его ошибках, да, это чревато тем, что Аллах Субхану Тааля опозорит тебя точно таким же образом. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил: тот, кто ходит по пятам за людьми и пытается выискивать их гаураты, имеется в виду их потайные какие-то стороны, их недостатки и так далее, то Аллах Субхану Тааля опозорит этого человека, даже если он будет глубоко в своем доме. И поэтому относительно ошибок наше правило в шариате таково, что мы должны скрывать эти ошибки, попытаться их исправить, если это возможно, с мудростью, без мордобоя, да, без всяких чрезмерностей, да, попытаться с мудростью, руками, словами, да, или же отношением исправить этот самый недостаток, чтобы этот брат стал лучше, чем он был. Итак, продолжаем, уважаемые братья. И также нужно сказать, да, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда рассказывал какие-либо аяты, какие-либо хадисы, да, какие-либо знания, и все сподвижники сидели, слушали, да, вот это вот находилось что? Вот это вот является самым эффективным способом, методом, да, когда верующий очищается от своих недостатков, когда он старается тем самым увеличить свою богобоязненность, приблизиться ко Всевышнему Аллаху, И поэтому мусульманин, да, должен стараться посещать различные кружки знаний, различные уроки, да, различные лекции, которые будут помогать его богобоязненности. И даже джумга, хутба, слушать ее, да, она стала обязательной для мужчин. Для чего? Для того, чтобы они хотя бы раз в неделю почувствовали приток сил, почувствовали воодушевление, одухотворение. И поэтому даже во время джумга, да, нельзя разговаривать. Это запрещено. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, во многих своих хадисах говорил: кто даже скажет своему соседу или там замолчи, не разговаривай, даже у него, говорит, портится награда, и он уйдет пустым из джумга. И поэтому я еще раз напоминаю, да, так сложились обстоятельства, то, что у нас хутба на татарском языке, да, но если даже кто-то не понимает по-татарски, он не должен заниматься чем-то другим, оправдываясь: я же не понимаю по-татарски, да, нет. Даже шевелиться, даже перебирать камушки, как говорили ученые, да, потому что раньше телефонов не было, раньше не было всяких разных там игрушек, там это, да, раньше как бы, ну, человек там от безделья или же от того, чтобы занять чем-то себя, вокруг себя там что-то смотрел, что-то трогал, камни перебирал, там собирал, да, раньше вот так говорили. И вот про них ученые сказали: даже тот, который перебирает камушки, он, говорит, входит в этот хадис и лишается наград. И поэтому, как говорится, тупить в телефоне, в авито, там, всяких ватсапах, да, во время хутбы недозволительно. И поэтому нужно стараться вслушиваться, нужно стараться понять, да, и те татарлар, которые, да, как по рождению являются, которые не понимают по-татарски, это наоборот, и для них должен быть стимул, чтобы хотя бы изучить свой родной язык, язык их отцов, их дедов, и чтобы начать понимать. Только сегодня вот с одним братом разговаривал, какой-то, ну, есть еженедельный уагаз, наставление на татарском языке отправляется. Он сам татарин, я с ним по-татарски тоже нормально разговариваю. Он говорит: хазрат, а что, говорит, не на русском? Я говорю ему: этот уагаз, он рассылается уже лет 5, наверное, там, если не больше, да. За это время давно бы уже
выучил бы татарский язык, как Габдулла Тукай, например, там, да? Или там еще какой-нибудь там более просветленный такой, просветленная личность нашего татарского народа. Давно бы уже выучил. И альхамдулилля, в жизни много таких примеров. Девушки, выходя замуж за мусульман, за татар, да, выйдя, учатся татарскому языку. Я сам лично этому свидетелем был. И даже когда учился в школе, у нас была по русскому языку учительница Лидия Николаевна, русская, да, и как бы, ну, в школе же ученики шалят иногда там, да, и между собой по-татарски что-то переговорили, она такая, хоп, а я, говорит, понимаю, что вы сказали, говорит, мимби, да, минем иремды шулай шулайды, и начала нам говорить по-татарски, для нас это был полный шок, то, что как бы русская женщина, преподаватель русского языка, и вдруг как бы демонстрирует нам идеальное владение татарским языком. И поэтому подобные примеры есть. И пусть эти обстоятельства послужат для нас неким толчком, чтобы хотя бы в этом мы изучили пользу. А знаете, у татарского народа очень богатое наследие относительно литературы и в том числе относительно религиозных каких-либо знаний. У нас, альхамдулилля, были ученые, у них остались книги, и поэтому не нужно искать отговорки, нужно действовать, нужно исправлять. И поэтому, возвращаясь к нашей теме, да, во время джумга, во время хутбы нельзя разговаривать, нельзя заниматься чем-то иным, что могло тебя отвлечь от слушания хутбы. И мудрость, обязательство этой хутбы, что человек в неделю хотя бы получил некий такой вот подъем, да, получил знания и, вернувшись к себе домой, рассказал об этом своей жене, своим детям, да, и старался сохранять этот самый подъем на всю неделю. Но, альхамдулилля, по милости Всевышнего Аллаха, да, сейчас лето, конечно же, каникулы, но на протяжении учебного года во многих мечетях проводятся уроки, проводятся лекции. Да? И поэтому, чтобы мусульманин, он не должен терять времени просто так, зря. И не должен, как сказать, уделять большое внимание для того, чтобы увеличивать свою квалификацию. Например, он занимается, там, допустим, там, строительством, да? Он изучил весь YouTube, он изучил все там, аудиолекции, уроки, все видео, там, все поездки там, и так далее относительно строительства, относительно там, автомобилестроения, относительно, там, допустим, там, каких-то иных областей нашей жизни, сферы деятельности. Да? Он посвящает этому большое время, но при этом не уделяет даже малейшего времени изучению своей религии. И когда приходит брат-мусульманин, который 5 лет молится, 10 лет молится, 15 лет молится, и потом говорит, за это время у меня вообще знаний не было, вообще ничего об этом не узнал, вдруг там в интернете что-то послушал, там один урок, и сразу понял, то, что он теперь, оказывается, обладает знаниями. Это плохо. Это плохо, что мы с вами живем, проживаем нашу жизнь и никак не работаем над квалификацией, которая у нас в сердцах. Мы никак не работаем над компетенцией нашей религии. Как вот начал намаз читать, выучил «Куль ху Аллаху ахад», и все намазы с этим «Куль ху Аллаху ахад». И это неправильно. И альхамдулилля, сегодня эти знания доступны. Сегодня изучение основ религии, альхамдулилля, они облегчены. Сегодня желаешь на татарском языке, хочешь на русском языке тебе объяснят. Я уверен, даже здесь в Казани есть, наверное, уроки и на таджикском языке, и на узбекском языке. И поэтому, альхамдулилля, это для нас облегчено. Не нужно ходить где-то в стороне, где-то витать в облаках, заниматься своими мирскими делами и оставлять ту самую подпитку духовную, религиозную. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, когда собирал сподвижников, помимо хутб, помимо джумга, да, он им постоянно делал наставления. Постоянно им рассказывал, да, постоянно обращался к ним для того, чтобы эти люди, сподвижники, они сохранили свой дух. И чтобы передавали его и их близким, и их окружающим. И поэтому, уважаемые братья, вот то, что сподвижники чувствовали воодушевление на уроках посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, это понятно. Это вполне объяснимо, и так и должно быть. Так и должно быть. Но что происходит? Люди приходят, сидятся, слушают, а потом уходят и все это забывают. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, что он сказал? Он говорит: клянусь тем, чьи длани моя душа, если бы вы сохраняли это ваше положение, это ваше состояние и поминание Всевышнего Аллаха, ангелы, они бы здоровались бы с вами, где бы вы ни находились. Понимаете? То есть,
если бы вы находились в подобном положении, это был бы супер, это был бы самый топ-шелф, да? Это был бы самый идеальный вариант. Но не все так могут. И даже, я вам больше скажу, большая часть людей так не могут. И поэтому посланник Аллаха, саллаллаху салям, когда он это сказал, он сказал: но Ханзаля, всему свое время. И урокам, вагазам, дагватам свое время. И права, соблюдение прав твоей жены, этому тоже должно быть время. Они, наши жены, не должны быть ущемлены во внимании, в отношениях, в разговорах, да? Наши дети, они тоже не должны быть ущемлены, и наше воспитание тоже должно их касаться, да? И даже наши мирские дела, которые, по сути, являются причиной того, что мы едим, одеваемся, там, живем и так далее, да? В этом тоже не должно быть упущений. И поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, вот каждому из этих вещей нужно заниматься, нужно уделять время, но что, в чем разница между сподвижниками, которые так и поступали? Они, когда вот занимались и каждой вещи отдавали свое право, они не погружались полностью так и делали целью номер один довольство жены. Например, там, да, вот во всем угождать жене и весь смысл своей жизни превращать в тому, чтобы прислуживать жене. Нет. Или же, например, чтобы из детей сделать людей. Все свое время уделять туда и даже не оборачиваться ни на религию, ни на какие-то обряды, на какие-то иные вещи. Или же, например, зарабатывание денег. К сожалению, сегодня есть люди, которые на 24 часа, 7 дней в неделю погружены в это. И иногда даже подкрадывается сомнение, может быть, у них даже в сердце все это как бы прямо укрепилось, да, то, что они вообще больше ничем иным не занимаются. К сожалению, это иногда проявляется. Сидишь с человеком, разговариваешь, один глаз на тебя смотрит, другой глаз в телефоне, там, да, котировки, что там, биткоин вырос, не вырос, там, да, или же там ответ на звонки, там, да, клиенты звонят, там, ну, как может клиент, я понимаю, клиент звонит в 9 утра, в 12, да, но вечером в 11, как он может позвонить, да, даже если звонит, такого клиента нужно отправить, как говорится, подальше, чтобы он не мешал там и не ущемлял права других этих обязательств, которые есть у этого человека. И в том числе и к хазратам то же самое, да, я об этом уже говорил, еще раз говорю, да, иногда тоже вопрос отправляют, пишут там и так далее, тоже не сохраняют этот самый адаб. То есть время, общественное время, когда можно звонить, можно писать, можно спрашивать, а есть время, когда уже все уже. У хазрата тоже есть своя жена, тоже есть дети, тоже свои домашние, есть какие-то дела, и звонки после 8, после 9 – это неправильно. И поэтому, уважаемые братья, вот это вот, то, что когда человек позволяет дунье вот этим вот заботам проникать в сердце и делать смыслом всей его жизни, вот это вот порицается. Вот это вот запрещено. И поэтому посланник Аллаха говорит: «Саатан ва саа», всему свое время. И не упускай то время, которое поможет тебе в этом мире и в ахирате. И поэтому, альхамдулилля, среди сподвижников тоже были состоятельные люди, тоже были профессионалы какого-либо своего дела, там, да, занимались какими-то вещами. Но в чем разница между ними и между нами, современными людьми? В том, что их дунья, она была у них в кармане, она не была у них в сердце. И в сердце у них было немножко другое, да? Довольство Всевышнего Аллаха, стремиться ко Всевышнему Аллаху. И поэтому даже когда мы читаем, там, Усман ибн Аффан там, пожертвовал 1000 верблюдов там, и так далее, да, это вполне объяснимо. То, что он мог легко с этим распрощаться. Почему? Потому что это не было главной его целью и смыслом всей жизни. Накопление, копить, все больше, не было. А сегодня, да, к сожалению, вот, это превращается именно такой вот некий материализм, да, именно вот веру в этот. И когда человек даже, Аллах сахласан, Аллах субхану ва тааля, если предписал ему какую-либо беду, лишение всего этого, да, вся жизнь его начинает рушиться. Если вдруг с ним случится какая-либо беда, он лишится своих накоплений, своего имущества, как будто у него жизнь все разрушилась, и дальше ничего хорошего в будущем нет. Вот это вот, конечно же, большая проблема. И поэтому Аллах субханаху ва тааля в суре Худ в 15 аяте говорит: «Ман кана юриду аль-хаята ад-дунья ва зинатаха, нуаффи илейхим а'малахум фиха ва хум фиха ла юбхасун». Тот, кто хочет мирскую жизнь и ее прекрасы, мы, говорит, воздадим ему достаточно, сколько ему будет надо, и они не будут в этом обделены. Кто-то хочет гониться за мирским, мы ему дадим, много дадим.
пусть не переживает. И в другом аяте Аллах Субхану Тааля сказал: «Ман кана юриду аль-аджилата аджальна лаху фиха». Тот, кто хочет быстрое, то есть мирская, быстрая, ближайшая жизнь, мы, говорит, побыстрее ему в этом дадим. Дадим то, что пожелаем и кому пожелаем. Но мы сделаем для него «Ваджа'альна лаху джаханнама ясляха мадмуман мадхура». Но мы сделаем так, то, что мы введем его в огонь порицаемым и отверженным. И поэтому, уважаемые братья, итог всего этого урока и как это связано с 10 днями Зуль-Хиджа в том, что Аллах Субханаху ва Тааля дает нам такие специальные времена, где мы можем выстрелить, где у нас может быть трамплин, где у нас, допустим, какое-то, может быть, своеобразное какое-то падение или же какое-то послабление, но эти 10 дней помогают нам что сделать? Опять взлететь. Опять накопить тот самый багаж, те самые инвестиции, те самые богатства, которые относятся к ахирату. И поэтому эти 10 дней Зуль-Хиджа – это милость Всевышнего Аллаха. И поэтому нужно использовать это с умом, не тратить на все, на что там попало, да, что не принесет никакой пользы. Стараться совершить как можно больше благих дел для того, чтобы это поддерживало твое состояние некое время. Но, однако, все мы понимаем, люди, они ошибаются, люди, они оступаются, и поэтому, чтобы Аллах Субхану Тааля посредством этих сохранил наше положение, наше состояние, пока не наступит еще один сезон зарабатывания, еще один горячий сезон, как месяц Рамазан или же иные времена. Субханак Аллахума бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.